Выкопать лунку, посадить саженец, придавить грунт. У лесников никогда еще не было так много учеников. Весь необходимый инвентарь, а это лопаты, ведра, перчатки и даже резиновые сапоги, выдают здесь же. Единственное, что требуется от участников – желание работать. В числе добровольцев и новоиспеченные волонтеры-экологи. Рамзан Зангеев мечтает через несколько лет прогуляться здесь по лесу, который сам же высадил. Это дерево за сегодня у него уже 9-е. Каждый из нас должен быть неравнодушен, прежде всего, к экологии нашего края. Если относиться к этому вот так вот безответственно, то я считаю, что рано или поздно мы схватимся за голову, а потом уже последствия будут настолько глобальные, что проблемы коснутся всех. Второй этап всероссийской акции «Сохраним лес» стартовал в Новориданском лесничестве. Специалисты говорят, если сделать все правильно, деревце приживется на 90%. Тем более, что октябрь и ноябрь – самое подходящее для этого время. Третья декада октября и начало ноября для именно нашего региона – это самые благоприятные именно в плане лесотехнических условий время года. И вот сейчас мы занимаемся чем? Вот у нас была весенняя посадка, там, где вот у нас саженцы не прижились, мы производим подсадку. Акция «Сохраним лес», у нас порядка 3000 саженцев будет посажено на территории республики, в разных участковых лесничеств, на территории Настраунского лесничества и на территории Суржинского. Еще молодые, высотой всего полметра. Их и не заметишь на фоне других могучих деревьев. Но именно с них начнется новая история леса. Конечно, если соблюсти все нюансы при посадке. Сантиметр сажается дерево. Каждое дерево. Вот что самое главное? Посадил, когда посадил, его надо плотно утрамбовать. Если возможно здесь полить, сразу надо и полить, чтобы не осталось воздуха в корневой системе. Если воздуха не будет, то она проживет лучше. «Сохраним лес» – это часть нацпроекта «Экология». Акция с говорящим названием стартовала по всей стране еще в августе, а Ингушетия присоединилась к ней в октябре. Тогда посадили 300 саженцев, а сегодня еще 250. Кстати, цифра символичная. Акцию приурочили к 250-летию единения Ингушетии с Россией. Дело в том, что было обращение общества пчеловодов к главе республики о том, что в республике находится мало медоносных деревьев. И в этой связи нами было принято решение о посадке именно белой акации, потому что белая акация выделяется как деревом, которое выделяет много кислорода и также является медоносным деревом. Именно сажаем белую акацию. Заботиться и переживать о молодом лесе будут местные лесничие. Цель – высадить 40 миллионов деревьев по всей стране. В Ингушетии цифра скромнее – 3000. Кстати, принять участие в акции может любой желающий. Для этого достаточно зайти на сайт акции, выбрать регион и ближайшую площадку. Тамара Хшагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.